нахожусь в селе Выльгар на полях. Здесь мы начали строительство дома параметрами 10 на 10. Здоровый, красивый дом, полноценные 2 этажа. Здоровый, красивый, большой дом. Обратите внимание, как четко, да? Как прекрасно сделан пропил. Смотрите, смотрите, шикарно. Видите? Карандашик, след от карандаша еле виден. Вот как мне это показать, а? Вам. Если видите? След от карандаша еле виден. И вот здесь все четко. Шикарно. Вот и получается у нас вот такие узловые элементы идеальные. Смотрите, какая врезка, половых лак. Видите, да, все под карандашик, все четко. Посмотрите, да? Ай, как шикарно, видите, да? Очень герметично. И на геля возле каждого углового соединения, ну и по длине по длине стен, вдоль стен, примерно через каждый метр-полтора. Ну их много, видите? 1, 2, 3. И возле двери или окон обязательно, видите, рядышком. Наш старт. Везде шум, да? Там пилят, тут сверлят. Старт мощный. Вот эта работа, господа, за 1,5 дня. 1,5 дня. Это с учетом того, что машина приехала, выгрузила пиломатериал и стартанули. Посмотрите, обвязку сделали, вторую половую сделали. Врезали половые лаги и уже раскидываем стены первого этажа. 1,5 дня. Это прошу оценить скорость. И при том, что скорость и качество. Сейчас еще дополнительно покажу наши узловые элементы, чтобы вы детально понимали, какого уровня качества идет строительство. 7 раз отмерь, 1 раз отпили. Он всегда с рулеткой, с карандашом. За ухом у мастера карандаш всегда. У всех наших бригадиров вы всегда увидите. Всегда просто. Сначала чертим, потом пилим. Это очень важно. И поэтому получаются вот такие идеальные запилы. Идеальные угловые соединения. Там получается качественный дом. Буду показывать, детально показывать, как строится этот дом, чтобы вы, в первую очередь, наш заказчик, были убеждены, что здесь все очень круто. Наши потенциальные заказчики видели наше отношение к труду. Вот нагель забили и добили. Прекрасно. Прекрасно. Жутовый ватин. Широкий такой, широкий, толстенький, посмотрите. Прошитый. Его так просто не порвешь и не растянешь. Качественный, посмотрите. Узловые элементы, обращайте внимание, круто. Смотрите, как четко. Это не простой узел, да? А интересные узлы полуласточка. Насколько герметично, видите, примыкание какое идет. Плотное-плотное. Шикарно. Насколько все плотно.
Стыковка лак, посмотрите, тоже все плотненько-плотненько. Полуласточка, видите, все под карандашик. Все четко. Так, снизу надо было начинать, да? Вот мы видим мощные сваи железобетонные, мощь, надежность в этом доме, посмотрите. Пробито все ниже глубины промерзания, это 3-метровые сваи, мощные, 200 на 200. Очень мощные, просто дикие нагрузки выдерживают на себе. Поэтому для них, я думаю, дом в 2 этажа, брусовой, со всеми бытовыми, снеговыми, ветровыми нагрузками, там, ну, суммарно, наверное, тонн 150 будет. Не является проблемой. Так, вся стыковка, посмотрите, это брус 200 на 200, мощный, надежный, такой же, как и сваи, большого сечения, 200 на 200. Он принимает на себя всю нагрузку дома. Вот этот брус обвязочный и половые лаги, посмотрите, они тоже врезаются и держатся на этом брусе. И он уже эту массу дома передает на сваи, на эти мощные сваи. А мощные сваи передают уже нагрузку распределенную на грунт. Так, идем дальше. Стыковка по центру, везде. Видите, по центру сваи. Сейчас везде покажу. Только по центрам. Никаких стыковок в воздухе не должно быть. Часто бывает, что строители экономят. Это дорогой пиломатериал. И делают просто, ну блин, застыковали в воздухе. Там, я не знаю, как-то скрепили и пошли дальше. Такого не должно быть, только на сваях. Дальше мы дополнительно все скрепляем угловыми соединениями и глухарями. Видите, такие вот такого диаметра. Все мощно. Сейчас более детально покажу. Вот там. Еще дополнительно скрепление идет вот такими скобами строительными. Вон она черненькая видна такая. Ну, уже видите, это все закрыто, скрытые работы. Быстро работаем, быстро делаем, что не успеваю показать вам и скрытые работы. Ну, естественно, между оголовником сваи металлическим и деревянным элементом идет гидроизоляционный слой в виде рубероида. 2 слоя мы видим. Ну и все еще скреплено глухарями снизу. Все надежно, все шикарно. То есть у нас по фундаменту все прекрасно, обвязка прекрасна. Вторая половая обвязка, вот мы видим тоже какой-то большой брус. Вы можете увидеть, это брус 150 на 200, тоже большого сечения. Но зачем такой брус большого сечения? Вариант ответов. Вариант ответов. А чтобы врезать вот такой брус половой большого сечения, посмотрите, насколько он большой. Вот размер моей головы, размер бруса. Да, моя голова не маленькая. Вот, смотрите, какой высокий. Дело в том, что вот такой брус 100 на 200 мы применяем. Он не скачет на длину пролета, не прогибается на 4,5 метра. То есть очень надежный, хороший, качественный брус, качественные лаги получаются. Шаг между лагами примерно 580-590 миллиметров уже под утепление мы делаем, чтобы в дальнейшем маты, когда вы будете покупать, спокойно укладывали и у вас не было никакого геморроя. То есть заранее уже облегчаем вам жизнь. Что еще? Ну а дальше идет классика жанра. Это брус 150 на 150. Хвойная порода, преимущественно сосна. Вот мы видим, что между брусьями укладывается джутовый ботин прошитый, хороший, качественный. Все норм, все норм. Ну и во всех узловых элементах тоже мы видим джут. То есть это уже герметично. Все узловые элементы, замковые элементы у нас очень герметичные. Ну, работа качественная, рука набита, все здорово. И по длине еще все скрепляем нагелями. В каждом узловом элементе, рядом с оконными дверными конструкциями, ну и в целом по длине где-то через метр, через 1,5. Надежно, качественно, уже эта технология проверенная временем. Все реально очень классно происходит. Я думаю, вы это видите и уверен, вы это оцениваете. Оцениваете наше качество работы. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, все предоставим. Будем рады, если выберете нас
для строительства вашего дома мечты. Приходите. Все, до встречи. До встречи на консультации. Пока-пока.